Мир вашему дому, друзья! Витаю вас! Сегодня 13 июня 2025 года. Мир вашему! С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Время 16 часов по Берлину, 17 по городу Джохару. По городу Джохару. Сейчас, одну минутку. Так, как обычно, я бы хотел начать свой стрим с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, беспокойтесь о своей безопасности. Наш канал запрещен на территории фашистской России. Я объявлен иноагентом моей организации экстремистской. Поэтому в этом смысле вы должны быть осторожными, друзья. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1220 российских боевиков, 1 танк уничтожен, 5 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 3 РСЗО, 72 БПЛА сбито и 106 автомобилей техники и цистерн уничтожено. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. Так. Так, что еще? Сегодняшний свой стрим я назвал «Война началась. Израиль против Ирана. Бомбардировки в прямом эфире». Давайте об этом и многом другом поговорим. Как известно, 13 июня, в пятницу 13 началась бомбардировка Ирана. Бомбардировка Ирана. Так, дело в том, что Иран давно грозился стереть с лица земли Израиль. Все мы знаем, что Иран давно заявлял о своей геноцидальной, то есть об уничтожении по этническому, религиозному или иному признаку определенной группы, то есть евреев. И они собирались их уничтожить. Собирались давно с друг другом Израиль и Иран враждуют, обмениваются ударами. Но сегодня началась широкомасштабная война. Пока она воздушная, ракетная, и работа ведется непосредственно при помощи дронов, спецслужб, спецназа, ну и всего остального. И теперь, в конце концов, Израиль, а мы знаем, что в прошедшем веке, в прошлом веке произошло с евреями, мы знаем, что около 6 миллионов евреев были убиты только лишь за то, что они евреи. И сейчас у евреев появились зубы, появилось вооружение, появилась своя страна, своя армия, свои защитники. И Израиль бьет только лишь, что важно отметить, только лишь по ядерным разным программам, которые Иран усиленно пытался развивать, и бьет по разным ученым, ядерщикам и по военным, ну вот иранским военным.
стражи исламской революции у них называются и так далее. И вообще на новый уровень война перешла. Вы, наверное, видели эти кадры, где дом, стену, просто дырка в спальню, где жил ядерщик какой-то, физик-ядерщик. Просто туда прилетает прямо ракета и уничтожается все, что там находится. Короче говоря, ну мы уже живем, украинцы это об этом уже давно нам демонстрируют, вот эти действия, когда они дронами точечно ликвидируют своих противников. Ну и сейчас Израиль уже на другом уровне, правда, техническом, технологическом другом уровне наносит удар. Конечно, хотелось бы, чтобы не дошло это до ядерной войны, все такое, но если необходимо, то Америка прикроет. Америка не участвует, пока Америка прямо министр иностранных дел, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сказал, что мы в этом не участвуем, но как бы если что-то летит в сторону Израиля, они небо перекрывают и так далее. Работу ведет чисто Израиль. И по всей видимости это может немножко затянуться. И вот теперь мы понимаем, почему себя Трамп вел соответствующим образом, почему Америка Европе сказала вооружаться, защищайте сами себя. Да, мы есть, мы будем помогать, мы с вами, мы в НАТО, НАТО и есть, это и есть Америка на самом деле. Но Америка готовилась к очень серьезной конфронтации на Ближнем Востоке. Сейчас пока ведет войну Израиль. Пока сил Израиля более чем, как мы видим, достаточно. Но, скорее всего, Иран активизирует свои вот эти прокси террористов, прокси бандиты, разные хуситы, Хизбалла, там, что от него осталось. Но давайте об этом и многом другом поговорим. Шалом, Эркин, шалом. Так, у нас здесь был Хамза Елмаз с турецким флагом. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Я надеюсь, теперь вот эти разные защитники там, России, Хамас не будут так сильно, ну, я имею в виду, которые изображают из себя там, сторонников радикального ислама, не будут из себя сейчас изображать защитников теперь Ирана. Хотя, скорее всего, будут. Я знаю, что будут. Просто мне самому интересно было, еще когда только-только, помните, мы говорили, что будет война на Ближнем Востоке. Вчера, когда об этом говорили, мне задали вопрос. Я не хотел говорить на эту тему, не хотел акцентировать внимание на этой теме. Но все предпосылки к тому, что нападение по ядерным объектам Ирана будет, уже как бы было очевидно, что к этому все идет. Причем это давно уже шло, еще с момента вступления Трампа в свою должность. Он сказал, что у них больше, точнее Марко Рубио сказал, у них больше дел, мы должны за Америку впрягаться, а Америка на Ближнем Востоке, вот этот Иран, он как бы постоянно угрожал ближайшему союзнику и единственной демократической стране на Ближнем Востоке, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, это Израилю. И это ближайший союзник Соединенных Штатов. Поэтому сперва союзники. Украина, конечно, важна. Украина в первую очередь важна для европейских стран. И для Америки она важна. Если Украина проиграет, то и репутация Америки будет проиграть. Поэтому Украина не проиграет. Но в любом случае, как говорится, первым делом самолеты, ну и так далее. Поэтому первым делом, конечно, интересы самих Соединенных Штатов, Израиля и потом уже все остальное. Поэтому мне было интересно узнать, как будут себя вести те заступники Хамас, когда сейчас будут бомбить Иран. Я ничего против иранцев, персов абсолютно не имею. Очень нормальные люди здесь, в Германии они есть.
Шииты, это вообще религиозная тема, меня вообще я понимаю, что это только лишь для манипуляции используется. Каждый человек имеет право исповедовать религию как хочет или ее не исповедовать вообще. Об этом у нас написано в нашей Конституции. Также это написано в Grundgesetz, в основном законе Германии. Поэтому в этом смысле вопросов нет. Дело в том, что ситуация сейчас, которая разворачивается, она невыгодна России. Иран ближайший союзник России. Иран поставлял вот эти шахеды, которыми бомбили Украину. России поставлял, помогал. И они союзники. И вот эти все Хизбалла, Хамас, там, шииты, сунниты, они между собой не делятся. Они нас дурят под религиозным вот этим флагом, что вот надо джихад объявлять, там, ну, религиозно пытаются обосновать, чтобы нас втянуть вот в эти свои конфликты. А нам это вообще не интересно. Понимаете? И сейчас, когда всю историю именно цивилизационно шииты и сунниты друг друга не признавали. Не признавали. Цивилизационно, на религиозной основе. Вот. И никак они не могут примириться. В этом, в религиозном, теологическом смысле, они не могут примириться, потому что там Али должен был быть племянник Мухаммада, там, главный у них там, у других там Мухаммад, то есть у нас. И в этом смысле, ну, нельзя примириться, да, абсолютно об одном и том же говорим, об одном и том же Аллахе говорим, об одном и том же Коране говорим, но вот давно, 1000 лет этой истории, и всегда друг с другом враждовать. И теперь мне интересно, эти защитники Хамас, под видом защитников арабов Палестины. Хотя никаких интересов, прав арабов Палестины там никто не преследует. Российская пропаганда им закидывает эту информацию, вот они ее повторяют. Теперь мне вот интересно, как они сейчас будут защищать шиитов. Ведь они же на религиозной основе там все всем предъявляли. Теперь посмотрим, как они будут за Иран топить. Что вот Израиль плохой, Иран хороший и так далее. Хотя, я еще раз говорю, ни к иранскому народу, ни к персам в целом, ни у меня вообще никогда. Когда-то они на Кавказ приходили нас убивать. Это было много веков назад, поэтому я им простил это. Это империя, Персидская империя, которая очень много творила зла. И сейчас она очень жестокая была и внутри себя, и на завоеванных территориях. Но сейчас это на самом деле полностью под санкциями люди. Там есть очень много людей, недовольных режимом вот этим исламистским, который они установили там. И есть надежда, что там тоже произойдет революция, и люди освободятся. Люди освободятся от этой тирании, которая там стоит. И это благодаря будет той же, ну, Америку не берем, хотя, конечно, она хоть и не участвует, без Америки это было бы сложно осуществить. И благодаря Израилю. Так что всем нужно будет сказать спасибо Израилю за это. Посмотрим. Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Задавайте вопросы, и я постараюсь на них ответить. Сейчас я почитаю ваши вопросы, которые вы пишете в YouTube. Потом почитаю. Валейк салам, юзер Машуоль. И, друзья, я всех приветствую. Валейк салам, друзья, всех приветствую. Так, послушай, там арабов и мусульман 12-15 раз больше, чем израильтян. Что делать, как бы, чтобы израильтяне не сбросили в море? Как выживать? Александр, к большому вашему сожалению, вы не сможете победить Израиль. Понимаете? Вы когда-то, вот ваша советская империя вместе вот с другими империями, то есть той же вот этой аятолской империей, вы пытались задавить Израиль. Вы сделали все, что вы могли, все, что было в ваших силах тогда. И даже тогда огромный Советский Союз, очень мощный Советский Союз, тогда не справились. Вы сейчас Израиль не победите. Вы никогда его не победите. Понимаете? Всегда они там будут. И вам с этим придется смириться. Если бы вы какие-нибудь требования выдвигали бы, Иран выдвигал там, какие-нибудь хамасовцы там и другие третьи, осуществимые,
то можно было бы рассматривать там и так далее. Изначально нужно было создать два государства в Палестине, еврейское и арабское. И благодаря вам, русским, Советскому Союзу, вашему КГБ, вы не дали создать этим арабам государство. Они бы давно с евреями договорились бы. И евреи с ними договорились. И они и родственные, и договорились бы, всегда нашли бы. Никто не хочет умирать, погибать. Но вы постоянно вот в ребра им пальцы заставляли ссылать, там, то с ножами нападать. И потом кадры, вот эти ужасающие кадры вы нам показывали. И нас обманывали, что там евреи хотят всех мусульман убить, всех 6-миллионный, 7-миллионный еврейский народ хотел там всех, 7 миллиард, там 1,5 миллиарда мусульман убить они хотели, вот они ненавидят. А то, что Иран многомиллионный, 100-миллионный, грозился из поколения в поколение, эта ненависть накапливалась, понимаете? И сейчас, когда евреи на мусульман наезжают, мне неприятно, если честно. Но и все равно я понимаю, почему у них такое ощущение. Они просто хотят жить, понимаете? И только чеченцы до конца поймут евреев. Потому что вы, русские, пытались истребить нас, как когда-то нацисты хотели истребить их. Они это все помнят. Мы это помним. Мы помним 1944 год, как раз когда их нацисты истребляли. Другая свинья, как об этом сказал Черчилль, пыталась нас истребить, нас, чеченцев, ингушей. Мы это все помним. И люди, которые немножко знают историю, немного проводят параллели, немного отстранены от вашей пропаганды, они очень хорошо все анализируют и все понимают. И в этой ситуации никто не хочет быть истребленным напрочь, понимаете? Никто. И евреи не исключение, правильно? И ни Иран, ни хуситы, ни Хизбалла, ни хамасовцы, вот эти все, вот эти террорюги, которые вокруг Израиля оказались, они не говорят, вот вы построите свое государство, а мы построим свое государство. Говорят, вас не должно быть вообще. А так как у евреев, в отличие от Ивана Непомнящего, родства, очень хорошая своя историческая память, они очень хорошо знают, чем заканчивается, когда им говорят, что вас мы будем убивать. И они очень серьезно, это не шутки, они очень серьезно к этому относятся. И я их понимаю. И мы, чеченцы, к этому очень серьезно относимся. Если вы говорите, нас будете убивать, мы знаем, что вы нас будете убивать. Если вы говорите, что у вас под корень, вот у меня видео здесь есть, как ваш там один ублюдок, извиняюсь, конечно, снимает видео в 2000 году и рассказывает, что нет там никаких женщин, детей, это все зверье, их всех нужно уничтожать. Все это боевики. Вот вы как к нам относитесь. Мы это знаем, ничего не забыли. Много лет прошло уже, да, 20 лет прошло. С тех пор 25, как он это видео снимал. Хотя то, что вы нас убивали, не прошло столько много времени. Мы 44-й помним. Мы помним 19 век, мы помним. Мы это все, хотя вы сделали все возможное, чтобы мы это не помнили. Поэтому я понимаю, они хотят выжить. Если бы вы какие-то условия выдвигали, там, какой-то штраф ему предлагали, какую часть территории отдать, что это наша земля, это был бы другой разговор. У вас ничего не должно быть, вас не должно быть. Вы сатана, вы дьявол, вы убийцы там, и так далее. Причем кто говорит-то? Сами сатана, дьявол и убийцы это говорят. Вот такая вот история. Ну давайте дальше. Александр Бондаренко, вы меня со вчерашнего дня преследуете вопросом, почему Палестина не состоялась. Это ваш любимый конек, я так понимаю. Почему вас так беспокоит? Вот у вас фамилия украинская. Почему вам бы не подумать об Украине? Что вот у вас там каждый день людей убивают, каждый день разрушаются города, женщин, роддома вам русские обстреливают. Почему вы об этом не говорите? Почему Палестина не состоялась? Палестина состоялась. Палестина состоялась. Она состоялась в виде еврейского государства Израиль. Не состоялась арабская Палестина. К большому сожалению, я искренне сожалею, что не так получилось. Но вы, русские, я полагаю, что ты русский, потому что фамилия только у тебя, ник только у тебя Бондаренко.
Вы, русские, не дали этим арабам жить в мире с евреями. Понимаете? Вы их натравливали все время на них. Все время просто вы их использовали как материал. И арабы, большая часть арабского мира, отдали вам их на прокат. За то, что вы их там вооружали, там, и помогали им, прикрывали там их делишки, их диктаторские режимы сохраняли. И если бы тогда арабы Палестины договорились евреями Палестины, они построили бы два государства. И евреи на это были согласны. Но вопрос стоял не в том, что арабам нельзя строить государство свое, иметь свое государство. 23-е, кстати, на секунду. Из 22 арабских государства. Почему они не вместе, непонятно, если они на одном языке говорят, одна религия у них. Почему бы им не объединиться? Потому что диктаторы разные вот эти сидят, разные там потомственные. И они делят вот эти бабки, потоки, власть и так далее. Так если бы тогда бы арабы согласились бы на израильское, на еврейское государство, все, вопрос был бы закрыт. У Израиля было бы свое территория. Израиль не служил бы, все женщины, мужчины, все не служили поголовно, ну кроме ортодоксов, не служили бы в армии, не вытягивали бы на своих плечах вот эту тяжесть вот этой всей агрессии, которую им оказывают. К большому сожалению, 3 поколения евреев пришлось пахать. Пахать и в прямом, и в переносном, и в военном смысле, для того, чтобы выжить. А теперь, увы, ах, извините, вы 3 поколения, ваша русская пропаганда рассказывала, что, обосновывая это сказками там разными, что всех евреев нужно уничтожить, что типа религиозно обосновывая, что ничего нет в исламе такого. Ислам, Коран говорит и об иудеях, и о христианах, что это мы люди одного писания. Моисей самый упоминаемый пророк в Коране, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я это много раз рассказывал. Это любой теолог, любой человек, который мало-мальски знаком с Кораном, это подтвердит. И благодаря тому, что вы не дали им просто существовать, вот они теперь отвоевывают свое право на существование, ни больше, ни меньше. Просто они хотят жить. Наверное, за это винить никого нельзя. Я, наверное, если не ошибаюсь. Поэтому Палестина, арабская Палестина не состоялась. К большому сожалению, я еще раз сожалею, мне искренне жаль арабов Палестины, которых 3 поколения накачивали ненавистью к евреям только лишь за то, что они евреи. Понимаете? Ну и не могу сказать, что евреи не отвечали тем же. Ну, я думаю, это уже как бы взаимно получается. Давайте дальше. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, позитрон. Наш Уоль. Шамилю, алейк салам, все будет Ичкерия. Дай Бог, дай Алмула. Так. Спасибо, Аслан. Пожалуйста, Бондаренко. Ясно. Хорошо, хоть ты не тролль, оказывается. Я тут уже подумал. Украина победит уже в ноябре, уже Курск, потом Москва, потом Колыма. Я знаете, что думаю? Если сейчас, вероятно, конечно, может затянуться то, что сейчас в Иране происходит, потому что очень серьезно настроен Израиль, очень серьезно настроены все остальные акторы. Но я думаю, это звоночек для Путина и для ФСБ, для России. И вот то, что сейчас происходит, и это только сейчас первый только шаг такой сделан. Сейчас Дональд Трамп заявил, что мы нефтеперерабатывающий, то есть Израиль, не будет бомбить, не будет уничтожать это все полностью. Мы только уничтожаем вот именно ядерную программу, которая есть, о которой очень много просили, уговаривали, договаривались. Там, а Иран постоянно вот так вилял хвостом, пытался всегда увильнуть и так далее. И теперь было сказано, все, теперь уничтожается. Если же они ответят там, по США, по Израилю очень мощно, пока очень жиденько так, слава богу,
скажем так, Иран отвечает, ну, может, конечно, сейчас начаться. И особенно русские сейчас начнут. Потому что для русских потеря, падение иранского вот этого аятолла режима, потом всех иранцев убивать там, как про евреев, их всех вырезать, так евреи про иранцев не думают. Понимаете? Они наоборот думают, сейчас может, скорее всего, внутри Ирана произойти революция. Придет какой-нибудь произраильский, проамериканский к власти. И все. И я думаю, иранцы будут этому довольны, будут этому рады, потому что тот режим, который они там установили, это вообще средневековье. Нужно развиваться, нужно идти вперед. Поэтому для России, для Путина это звоночек и очень неприятненький, я думаю. Так. Привет с Одессы. Одесса не русня. Не русня. Одесса не русня. Палестинцы, арабы Палестины будет правильно сказать, вестник, сами виноваты, поверив сказкам Москвы и Ирана, напали на Израиль, чтобы отвлечь внимание с Украины. Абсолютно точно, абсолютно, абсолютно. Большому сожалению, мне искренне, опять же, я говорю, любых мирных людей, которые не желают никому зла, живут все, женщины, дети, мне их искренне жаль, любой национальности, любой религии. Не нужно мне постоянно приписывать, что вот там, я там одобряю это, специально это делается, я понимаю, но я поэтому опять это вновь и вновь повторяю. Хотя мне плевать, что вы прям про меня говорите, вы столько уже про меня говорили, что мне одним больше, одним меньше, мне как-то все равно. Кто меня знает, те абсолютно мне доверяют и знают. А так, мне искренне жаль, честное слово. Искренне жаль, что так сложилось. Но это все дело в Русне, в КГБ СССР. Это дело в них. Что есть джихад? Кос Лазар. Знаете, джихад, ну, я со своей колокольни, как со своих знаний скажу вам, что такое есть джихад. Джихад это оборонительная защитная война. Джихад есть двух типов, как я это понимаю. Да? Джихад это большой джихад, это борьба со своими слабостями, со своими с грехами, с греховностью, с самим собой бороться. Не делать плохого, не думать о плохом, не совершать ничего плохого. Это самый считается большой джихад. Потом есть малый джихад. Джихад, как нам это объясняли, это есть то, что нападает на вашу землю, на ваших сородичей, на вашу религию. Вот в 3 случаях, если на вас нападают, вы обязаны защищать. Это называется джихад. Раньше на Кавказе это называлось газават. Газват. У нас по-чеченски газват говорит. Но что сделали пропагандисты, используя нас, как мусульман, борющихся за свою свободу, за своих сородичей, за свою веру, за свою землю, за свою свободу, борясь на своей территории, они нас пристегнули к джихаду, который назван всемирным джихадом. То есть нашу национально-освободительную борьбу против русских интервентов, русских оккупантов, пристегнули к арабской борьбе, или даже не столько она арабская, сколько она КГБшно-арабская. К этой борьбе и иранская тоже можно туда добавить их. Как большевистская вот этой идеи всемирного пролетариата. И вот нам сказали, что джихад, слово джихад, вот я услышал, это в первую русско-чеченскую войну я услышал это слово в этом понимании. Потому что мы всегда говорили газават, газват.
по-чеченски мы всегда говорили газват. Сражение, защита своей земли, своих сородичей, своего народа, своей религии, своей культуры, быта, своей свободы. Это называлось газават, газват. Но вот во вторую, особенно русско-чеченскую войну, нам начали подмешивать эти понятия, и нас пристегнули, большому сожалению, по нашей вине в том числе, пристегнули вот этому всемирному джихаду, всемирному вот этому пролетариату, захвата всего мира. И это дает основание всем тем, кто не хотел бы, чтобы стать там коммунистами, как когда-то, или стать там какими-то радикальными исламистами, им дает основание защищаться. У них тоже есть свой там джихад, газават, они защищают. И если кто-то считает, что весь мир должен стать коммунистическим, исламским, еще каким-то, то кто-то на этой земле, да, логично задуматься, не захочет быть коммунистом, мусульманином там, или христианином. Крестовые походы были когда-то, понимаете, когда хотели всех сделать христианами. Были другие завоевания там на Востоке, именно тоже под религиозным соусом. И в этом смысле джихад, он нам неприемлем. Мы не хотим завоевать весь мир. Если мы говорим о газавате. Газавате в смысле вот, защиты своей земли, своей семьи, своего народа, своей свободы, своей веры, своей культуры, своего быта, как мы видим этот мир. Мы появились немножко раньше, чем русская нация появилась. На несколько тысяч лет появились мы раньше. Поэтому нам не нужно, чтобы русские делали из нас русских. Ничего против русских мы не имеем. Но просто не хотим быть русскими, как кто-то не хочет быть мусульманином, кто-то не хочет быть коммунистом или кем-то другим. Поэтому в этом смысле джихад у нас не было такой цели. И знаете, у нас, когда нам объясняли, люди говорили, люди, ислам на земле появился уже 1400-1500 лет назад, 14 веков назад появился. Вы сами не знаете свой ислам. Какой вы ислам можете нести людям? Защищайте свою землю, живите, созидайте, растите детей. Вот что нам нужно, чеченцам. Вот и все. Мы не дадим себя в обиду ни в смысле ни нашей культуры, ни нашего видения этого мира. Но мы также не хотим никому этого навязывать. Но нас представили, русские представили, Российская империя, КГБ СССР нас представили. Так, чтобы им на законных основаниях нужно было бороться с нами. Вот они нас пристегнули к этому всемирному джихаду. Раньше палестинцы, арабы Палестины боролись большевиками, они были, марксистами были, помните? А потом, когда Советский Союз рухнул, когда идеология Советского Союза перестала существовать, они резко стали исламистами. И так совпало, что Советский Союз перестал, в Афганистане 10 лет отвоевавшись опыта борьбы с талибами, с мусульманами, вот этими муджахидами, научились русские воевать. И вот этот опыт каким-то странным образом, наверное, большое совпадение это. Эти арабы Палестины из марксистов, большевиков превратились в исламистов. Да, очень странное такое переобразование, абсолютно кардинально разное причем. Это были матерые атеисты, такие закоренелые коммунисты, а тут они резко становятся исламистами. И вот делайте выводы, это само происходило в этом народе, это переформатирование, когда они перерождались в ровную противоположность. Либо кто-то им навязывал это. Вот так. Поэтому мне искренне жаль арабов Палестины. А вот, если отвечать на ваш вопрос, то всемирный джихад, построение всемирного халифата, у чеченцев цели никогда не было. Мы никогда об этом не говорили. Никогда мы этой цели не преследовали. У нас маленький клочок земли, как у Израиля, свой клочок земли. И мы хотим жить на нем. Мы не претендуем, мы никогда историю нашу историю не вели завоевательных войн. Мы никого никогда не порабощали. Мы жили при демократии. У нас было всегда, когда на России было крепостное право, рабство, когда за людей они обменивали на собак, когда первая брачная ночь она отдавалась барину, когда женился кто-то, он должен был отдать ее барину на ночь.
У нас этого не было, у нас уважение к личности было. Да, демократия того времени, она отличалась. Мужчины больше всего, тот, кто мог защищать, носить оружие с 15 лет, считался совершеннолетним. Вот мы жили при демократии, у нас был плюрализм мнений, у нас была, ну, такая военная демократия была. Всегда, всегда, когда рабство было в этом мире, когда людей продавали, обменивали на собак, мы жили при демократии. Поэтому никогда не вели никаких завоевательных войн и не собирались вести. В крови у нас этого нет. В крови просто. В понимании в нашей культуре этого нет. Как-то так. Но нас искусственно к этому пристегнули. Да, мы мусульмане, да, мы говорим ассалам алейкум. Но мы говорим, слава Богу, Аллах мы говорим. Мы читаем Коран, мы делаем намаз. Но это не значит, что мы собирались весь мир завоевывать и устанавливать здесь какой-то халифат. Нет, это нужно странам, это нужно было России, это нужно было Турции. И сейчас это же продолжается. Турция ведет ту же деятельность, ту же работу. Конечно, она пытается как бы все не так открыто это делать, но всегда везде с Россией прослеживается Турция. На Кавказе, что с армяно-азербайджанским конфликтом, что с другими ситуациями, всегда рядом с Россией, с империей, Российской империей, всегда была Турецкая империя. Опять же, я отношусь с большим уважением к простому турецкому народу, кто не претендует на мою землю, на то, чтобы управлять нами, чтобы делать из нас сейчас врагов армянам. Сейчас новая появляется такая вещь. Нам начинают навязывать, что армяне плохие. А мы всегда относились к России плохо и всем, кто за Россию. За Россию на Кавказе, самыми главными защитниками на Кавказе или за Кавказе, армяне себя иногда не считают кавказцами, они не есть кавказцы, они иранцы, пришлые получать. Они на самом деле всегда были за Россию. Это были осетины в первую очередь и армяне в первую очередь. Вот эти два народа, считаю, всегда были таким форматом. И грузины были, и другие были, но эти два основные считались. Сейчас ситуация изменилась, армяне уже понимают, что им с Россией не по пути, многие армяне поняли, что их стравливали с Азербайджаном. Поэтому с теми армянами, которые не хотят, как Россия, или быть наконечником копья России, империи, русской империи, и хотят жить с нами в мире, у нас никаких вопросов нет. Турция захочет нас на армян натравливать. Там, я не знаю, кто угодно нас будет натравливать там под видом. Сейчас уже начинается вот эта тема. Никогда турки не говорили об истории чеченцев, что вот там это наши земли, там третье, десятое. Если наши земли, наша история какая-то есть у армян, мы всегда придем. Армяне абсолютно договороспособные товарищи. Мы придем к ним, поговорим с ними. Наши историки сядут, наши культуроведы сядут, наши другие дипломаты сядут. И мы по-человечески, по-кавказски, мы всегда найдем язык. Как мы находим его язык с грузинами, как мы находим с другими. Но если это кто-то, кто за Россию, ну вот тут извините, не потому что мы русских не любим, не потому что мы там какие-то там кровожадные, а потому что мы хотим, как и евреи, жить хотим. Понимаете? Мы хотим, наши дети и внуки, и наше поколение будущее, они должны быть гарантирована их безопасность. Они должны получить право на жизнь, право на образование, право на достойную жизнь. Вот что мы хотим. Это как все люди на этой земле. И евреи этого хотят, и армяне этого хотят, и турки, и все остальные. Как-то так. Поехали дальше, друзья. Так. Не только на армян, но вот и на аварцев пытаются стравить. Совершенно верно, и с аварцами пытаются стравить. Но с аварцами, знаете, это, мне кажется, больше русских работа. А вот с армянами, хотя и русские тоже сейчас с армянами, у них отношения испортились. Армяне просто надоело армянами быть инструментом, видимо, Российской империи. И они начали по-другому смотреть на вещи.
И вот я сейчас вижу на турецком, на тюркском языке нам начинают разные там видео попадаются тут, когда смотришь, они начинают нам рассказывать, что армяне наша история, там, что это наши земли, там. А что же вы раньше молчали-то? Почему вы нам раньше эти глаза не открывали? А теперь, когда уже все ослабевает, и армяне от России отходят, и вроде мы уже можем договариваться с ними. У нас проблемы с армянами только потому, что они были за Россию, они были форпостом России, они завоевывали Кавказ, Черкесию, все вот эти земли. А сейчас, когда они уже разворачиваются, становятся прозападными, проамериканскими, когда мы можем договариваться, нам начинают говорить: о, армяне там плохие. Так если покопаться, можно и у турков много чего найти, можно и у других народов найти. Нет, мы не хотим ни с кем воевать. Мы хотим со всеми жить в мире, договариваться со всеми хотим. Уважительно друг к другу, на взаимовыгодных условиях. А то, что армяне и турки уже слишком много у них между ними произошло, что они не смогут договариваться, ну, мне очень жаль, искренне, очень жаль. Но ну что я могу теперь сделать? Теперь мне нужно стать форпостом Турции и колоть армян в бок, что ли? Мне это не прельстит вообще. Для нам это не нужно. Мы ни с кем не хотим. Мы даже с Россией не хотели воевать. Дудаев просил Россию договариваться. Давайте мы будем рублевую зону. Басаев просил, Дудаев просил. Мы на всех условиях согласны. Главное, дайте нам развиваться. Гарантии, что вы нас, когда вам взбредет какому-то алкашу там на Лубянке, уничтожить весь чеченский народ для чего-то, чтобы просто у вас не было такой возможности. Право на жизнь, право на достойное будущее, на гарантии для наших поколений. Просто. Вот поэтому мы евреев и понимаем. Именно поэтому они тоже хотят жить, развиваться. Как-то так. Помню, была передача «Международная панорама». Вот это была кузница, где ковали нынешних закостеневших. Думаю, Геббельс, увидев такую технологию, заплакал бы от зависти. Да, была такая передача. Мир — это не отсутствие войны, говорит Саша, а отсутствие России. Я думаю, многих войн не было бы, если бы Россия не вела бы свою вот эту сатанистскую политику во всем мире. Это правда. А у чеченцев нет ядерки. Нету, к сожалению, нету. С лакцами пытались строить, но не так получилось. Да, с лакцами, да ни с кем не получается у них стравить. Конечно, моменты есть. С аварцами пытаются стравить. Там, аварцы сейчас очень приласканы империей. И вот такой противовес они пытаются сделать, что в самом Дагестане аварцы там главным они пытаются выступить. Хотя абсолютно с уважением, каждый раз это нужно подчеркивать, отношусь к аварцам, ко всем народам Дагестана. А лекции тут, ну, это вообще у нас конфликтов не было. Ну, вот такая вот ведется, политика ведется. И всем, кто пытается нас стравить, мы должны сказать: стоп, ребят, мы вам ничего плохого не делали. Мы абсолютно у вас ничего не украли, ничего не забрали. Понимаете? Наоборот, там все ровным счетом наоборот стоит. Поэтому давайте будем уважительно друг к другу относиться. И вот пока мы есть на этом Кавказе, вот у кого-то свербит там на Лубянке, да, и они пытаются нас травить. Так. А чем сейчас Россия угрожает Чеченской Республике? Это, ну, вы оккупировали нашу страну, там, вы нас отправляете на войну против Украины, которая нам ничего не сделала. В смысле, что сделали? Оккупировали страну, ничего не сделали. Ну, тогда сдались бы Гитлеру тогда. Что же вы тут рассказываете нам сказки? Сдались бы, что вам? Они бы вам баварское пиво давали бы, там, на Мерседеса ездили бы. А то жили там на конной тяге.
Вахрам Мкчан, армянин, наверное. Дорогой, а вы какой нации? Я чеченец, Вахрам. Чеченец. Какие гарантии у России можно просить? Они под эти гарантии взяли ядерку Украины, а потом напали на тех, кого считают самым близким. Да, именно так, да. Это исторический факт, от которого русским никогда не отмыться. Никогда. Украинцы об этом будут еще 100 лет напоминать им. Братьями называли. Они же прям в эфирах, вот эти все Соловьевы, Путины, все остальные рассказывали. Да это наши, что, с ума сошли нападать на Украину? Это же наши близкие, родные там. Оказались мерзавцами. Роберт Дениров. Я лакица, считаю чеченские дома и земли чеченские. Это Россия управляет и строит. Роберт, спасибо тебе. Ты сказал просто правду. За эту правду тебе спасибо. Никогда от лакцев никаких проблем не видел. Я лично для нашего народа. И вы от нас не увидите. И нас стравливают, и с аварцами стравливают, и с другими стравливают. И аварцами нужно договариваться. Нет, у нас к аварцам неприятностей нет. У нас есть тем, кто нас убивает, кто приходит с русскими. Это может быть чеченец, кадыровец, там какой-нибудь нашивкой военный, ФСБшник, без разницы. Он может быть тысячукратно, чистокровно, миллионнокровно чеченцем, но если он нас убивает, он нам враг. Поэтому нет вопросов к аварцам, нет вопросов там, к лезгинам, ингушам, никому вопросов нет. Есть вопрос тем, кто нас убивает, к армянам, грузинам, никому нет вопросов. Пришел убивать, вот тогда есть вопросы. Не убиваешь, не желаешь ты нам зла в угоду России, или она тебе копейку платит, или она тебе разрешает унитазы наши своровать. Вот тогда да, у нас тебе вопросы. Мародерничать, если ты пришел, убивать нас пришел. Все остальные, мы хотим со всеми договариваться. И мы так и жили всегда на Кавказе. И будем жить на Кавказе. Вот эти все народы, они же в основном пришли на наш Кавказ. Где тот торговлей там мимо проходили, остались. Кто-то там завоеватели приходили, завоевывали, остались. И мы все равно сосуществовали. Все, договорились, живем, все, дальше живем. И всегда находились мосты взаимодействия, решения вопроса. Всегда консенсус, всегда был. Нам нет смысла убивать друг друга. Мы хотим жить, мы хотим развиваться. Мы, чеченцы, любим жизнь, наверное, больше всех на этой земле. Нас просто не дают нам жить. Мы хотим жить так, как мы хотим жить. И все, мы вот что мы просим. Это право есть у каждого на этой земле. Раз нас Бог создал, да, все, мы живем так, как мы. Если мы не мешаем другим, пожалуйста, дайте нам жить, и все. Нас друг друга сравнивают 100%. Да, это точно, это однозначно. И мы не должны, даже если у кого-то есть, кто-то не согласен, может быть, со мной, там, аварец не согласен, чеченец не согласен с тем, что я говорю, например, там, лакец, может быть, не согласен. У кого-то личные какие-то свои есть, обиды есть, там, в интернете начитался, видит, там, друг на друга сколько грязи льется при помощи этих троллей и так далее. Даже если эта обида у кого-то есть, мы должны ее отодвинуть. Сейчас время больших потрясений и перемен. Мы не должны дать себя втянуть в эти провокации. Мы не должны разделяться. Мы должны понимать, кто есть враг. Как говорил Джохар, нужно бить не по хвосту, а по голове дракона. Дракон находится в Кремле, на Лубянке. Вот туда нужно смотреть. Если этот дракон сдохнет,
у нас никаких проблем не будет. Мы всегда договоримся. Всегда. Так, друзья, давайте почитаю, что вы пишете. Дякую вам за слухавку. Героям слава, юзер. Так, друзья, ну давайте поговорим про Израиль. Сегодня у нас про Израиль и Иран тема. А то, когда я начинаю говорить про Украину, вы мне про Израиль. Я говорю про Израиль, вы мне про Кавказ, Дагестан, Армения. Хотя я сам иду по этой теме. Так, вот нас теперь ровно 115 тысяч. Ровно. Только что около 40 человек подписались. Это при том, что наш стрим виден только когда ведет стрим. Нас видно в интернете, на России можно найти. Основные мои зрители это проживающие в России. И вот такие вот дела. После того, как стрим наш заканчивается, нас уже не видно на России, и нас почти найти невозможно. Только если есть прямая ссылка. Алейкум ассалам. Нохчи маттар дить Бог наша природа. Нохчи маттар дить. Нохчи маттара пока раз кемот будет. Чувство. Наиривай нохчи маттар. Я русский, но люди с таким мышлением мне братья, говорит Костик. Костик, если ты не имперец и не имеешь претензий никаких к моей территории, маленькой моей стране, то у меня вообще к тебе никаких претензий. Если ты адекватный, нормальный человек, респект тебе. Вот что я могу сказать. Ахмад Силас, точно, да. Я армянин. И, кстати, пусть услышат 99 армян. Кого ненавидит в храме, я не понял. Я армянин, кстати, пусть услышат 99 армян ненавидят. Кого ненавидят они? Как тебе операция Израиля? Ну, мощнейшая операция. Мощнейшая операция. И я очень надеюсь, что... Ну, конечно, я надеюсь, но я сомневаюсь, что так произойдет. Хотелось бы, что они сейчас капитулируют, вот эти аятоллы, они столько в это вложили, столько у них вот оболваненных вот этой пропагандой, что нужно против Израиля, против Запада воевать, вот этих людей. И, я думаю, что они в этом смысле еще затянется этот процесс весь. Вы извините, что вы не были активны. Так, что здесь такое происходит? Постоянно мой этот ТикТок атакует. Да? Так. Не хочешь поехать на защиту Израиля, говорит. And Mr. Glenn. Ну, я, например, в данный момент именно как раз этим и занимаюсь. Я правозащитник и веду информационную линию. И я защищаю Израиль. Ты не заметил еще? Так, за вашу революцию в Чечне, говорит Вячеслав. Вячеслав, зачем нам революция? У нас, наша страна оккупирована. Бороться против Кадырова, вы говорите, но это как раз то, что вы хотели бы, чтобы мы боролись против Кадырова, у нас началась гражданская война, мы бы там
убивали кадыровцев, кадыровцы убивали вас, вы всему миру вы показывали бы, смотрите, эти дикари друг друга убивают. Нам нужна деоккупация. То есть вывод вашей банд-армии, как только вы начнете выводить вашу банд-армию, все вот эти ваши головорезы, они за вами вместе побегут. Причем вы будете их пинками обратно закидывать нам и говорить, вы нам не нужны. Понимаете? Поэтому не за революцию должен русский говорить у нас в Чечне, а за то, чтобы вы свои вот эти бандформирования вывели с нашей территории, ваши российские бандформирования, террористические бандформирования. Вот о чем вы должны говорить. Мы воевать больше на своей территории не намерены. У нас есть все основания. Мы всему миру дали 20 лет. Передышки, накопления сил, кто-то лучше воспользовался, кто-то меньше. Но сам факт, свободные люди выросли, которые не под вашим влиянием находились. Хотя бы это, даже если им не хватило их руководству, хотя у них, например, у Украины хватило ума их людям, они прекрасно понимали, кто вы такие, и поэтому они готовились к этому. Но еще у них было свободное время вырасти в свободной стране, в свободной Украине. Поэтому мы будем бороться, конечно же, силовая составляющая, она всегда нужна. У нас и армия, и полиция, и спецслужбы, все это должно быть. Но на сегодняшний день мы боремся за признание международным сообществом того же Израиля, Украина нас уже признала, тех же Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, признание нашего государства. Это для гарантии нашей безопасности, нашего будущего. И как только вы выведете свои войска, вот эти бандформирования ваши, вот тогда, да, тогда мы сделаем и революцию сделаем, и точечные полицейские операции мы проведем, и привлечем всех преступников к ответственности нашей национальности. Ну и потом, конечно же, и вашей, вот этой бандитской кодлы, да, военное политическое руководство фашистской России привлечем к ответственности. Да, это обязательно должно быть. А так, чтобы сейчас подняться, провести революцию, свергнуть Кадырова, привести туда какого-нибудь там Мудырова, который и все в поле российском правовом, так сказать, правовой юрисдикции. Не, спасибо, спасибо. Мы это уже проходили, нам это не нужно, да. Так, что это вот тут, я смотрю. Операция мощная, которую провел Израиль, проводит в данный момент. Очень мощная. И пусть знают, что грозить геноцидом нельзя целому народу. Уничтожать весь народ, желать уничтожать, готовиться к его уничтожению, взращивать на ненависти. Представьте, какая ненависть просто целому народу. Только за то, что он просто еврей. Нам, чеченцам, это очень хорошо знакомо. Очень. Мы понимаем. Так, что у нас? Что за флаг справа, говорит? Ничего, ты не знаешь, что это за флаг, что ли? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, дронго. Ва алейкум салам. Так. Good gemacht. Друзья, подписывайтесь. У вас уникальная возможность, пока идет стрим, подписаться на наш канал. Потому что как только стрим закончится, вы на России наш канал не найдете. Но завтра в 19 часов будет у нас стрим с Аядом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, с ближайшим
соратником Джохара Дудаева, бывшим председателем парламента Чеченской Республики Ичкерия, человека очень осведомленного, очень грамотного. Поэтому в 19 часов также приходите на наш канал, и вы обязательно увидите, можете задавать вопросы, будет очень интересно. А так каждый день я стараюсь, конечно, в 16 часов проводить по Берлину стримы свои. Ну, бывает, иногда задерживаюсь там к 17, иногда к 18. Что скажешь про Иран? Я хочу сказать, что Иран заслуживает лучшего будущего. Иран заслуживает демократии, заслуживает свободы от этих всех диктаторов и религиозных сумасшедших, которые болванят людей. Вот что я скажу. Так. I love USA. God bless America. Моделируя ситуацию, как только аятоллы теряют власть, то у Ирана появляется возможность стать опять светским государством, как до революции. Вот тогда, думаю, коммуняк будет гореть седалище ярким пламенем. Ну, я думаю, да, этот процесс уже необратим, мне кажется. Как был необратим после нападения, вот как спусковой крючок они спустили, нападение 7 октября на Израиль. К большому сожалению, просто ничего не хотелось бы, вот большой крови, смерти невинных людей, мирных людей. Но процесс, который запущен против Ирана, он необратим. Сейчас русские будут подливать масло в огонь всех вот этих своих прокси, всех своих провокаторов, всех будут подбивать, какой Израиль плохой, какая Америка плохая и так далее, чтобы как можно сильнее разжечь этот пожар, и чтобы Иран не сдавался, чтобы Иран сражался, потому что для России это выгодно. Нефть, кстати говоря, подросла, тоже для России это выгодно. Ну, посмотрим, что будет. Но то, что произойдет победа Израиля, победа западного мира, в этом я не сомневаюсь. И я очень надеюсь, что внутри Ирана люди просто встанут и скажут сейчас, ну, если, конечно, наверное, этот вариант уже рассматривается, потому что там какой-то там сын шаха, там, я не знаю, не хотелось бы, чтобы, конечно, там какая-то монархия появилась очередная. Ну, там, наверное, им виднее, когда я в этой теме не особо разбираюсь. Я просто за Израиль. Потому что это демократическая правовая страна, которая заслуживает того, чтобы существовать. И они такие же, как мы. Такое же горе, столько же страданий перенесли. И такие же упертые, и такие же дерзкие. Да. Молодцы. Ам Израиль Хай. Вот что я могу сказать. Ты агент Моссада. Нет, я не агент Моссада. Я агент Его Величества, господина чеченского народа. И только его. Запомни это. И если у меня отличается мнение из вашей пропаганды, которую вы нам пытаетесь навязать, и вы постоянно какой-то ярлык повесить хотите, вы, Россия, фашисты. Понимаете? Россия, вы русисты. Это самая особо человека ненавистническая идеология, которая у вас есть. И вы постоянно пытаетесь, там, евреи меня купили, американцы меня купили, ЦРУ меня, что вы только не придумали. Но у вас нету никаких доказательств этого, и не будет никогда. Я думаю, они тебя не считают своим, говорит Абдулазиз.
Я не говорю, что они меня считают своим. Я не собираюсь, чтобы они меня считали своим. Это сугубо их личное дело, что они считают. Я свое мнение высказываю. Понимаешь? Я чеченец. Я не за Израиль, не за Америку. Я за Его Величество, господин чеченский народ и справедливость. Понимаешь? Вот за что я выступаю. За справедливость. Дарья Александровна, если ваша мама портовая шлюха, зачем вы пишете такие вещи мне? Зачем вы мне свое приписываете мне? Понимаете? Вы где-то насиновали, где-то под забором, зачатые в луже собственной. Вы о чем говорите? А? О чем вы говорите? Только Аллах знает, где правда. Да, Абдул-Азиз, конечно, Всевышний лучше знает, где правда, но я тебе могу сказать, что Бог нам дал разум, понимаете? Бог нам дал разум, и мы должны анализировать, думать. И та пропаганда, которая нам навязывается, мы ее тоже должны различать, понимаете? Только лишь за то, что вы когда-нибудь слышали, чтобы евреи говорили, что нужно всех иранцев, всех персов уничтожить? Вы слышали, чтобы они арабов всех хотели уничтожить? Никогда вы этого не слышали. Хотя их именно к этому вот они у себя готовят, и уничтожать Израиль призывали. И мне, как чеченцу, это очень знакомо. Мы никогда не отказывали русским в своем государстве. Мы никогда не думали уничтожить русских, кого-либо другого. А нас, русские, всегда пытались уничтожить. И мне, как чеченцу, это очень даже понятно. И когда эту пропаганду, которую нам накидывают, да, когда 7 октября, вот на наших глазах ведь все происходит. Просто немножко критически отнеситесь к тому, что происходит. Не той пропаганде, которую вам закладывают. В нашем Коране, в нашем исламе ничего против иудеев, евреев не говорится. Наоборот, это их земля говорится. Моисей больше всего упоминается, если брать вот исламскую трактовку этого всего. А если брать просто общечеловеческую, человеческую трактовку, мы видим, как 7 октября какие-то бешеные собаки заскакивают, убивают людей, называя свое вот это убийство наводнение Алякса. То есть они хотели вот там, чтобы все мусульмане со всего мира поднялись, миллиард человек набросились, хотели. А вот в дулю вам я показываю, не получилось у вас ничего. Где там наводнение Алякса? Вам, например, другим мусульманам, Абдул-Азиз, я полагаю, ты не чеченец. Ты, наверное, не заметил, как чеченцев вырезали только лишь за то, что чеченцы. Ты просто пропустил этот момент. Ты просто, наверное, был очень занят какими-то другими делами. И когда нас вырезали, вот эти бешеные собаки, которые 7 октября пошли вырезать евреев, они десна целовались с Путиным и говорили, что это внутреннее дело России, пусть там уничтожают. Это был настоящий геноцид, не выдуманный геноцид, который сейчас вы там рассказываете, арабов Палестины там убивают. А сейчас Хамас расстрелял людей, которые вот буквально вчера расстрелял людей, которые пошли получать гуманитарку. Об этом никто ничего не говорит. Понимаете? Никто ни слова не сказал. А то, что евреи там сделали коридор, потому что они дерутся за этот гуманитарную помощь, это начали сразу с нацистскими, там этими, там это, то, все накручивается. Это пропаганда, это обман. Я против этого обмана, я против пропаганды. Я против того, чтобы бешеные собаки из Хамас, которые называли себя заступниками, там, муджахидами, заступниками мусульман, целовались в десны
с нашим убийцем Путиным, получали от него деньги и команды, чтобы потом убивать евреев. Так, враг моего врага мой друг. Вот так получается. Вот так. И их убивать призывают. И вы этого не заметили. Вы все были заняты. Вам российская пропаганда не объяснила, что чеченцев убивают, что там геноцид происходит. Вы должны заступиться. Поэтому вы за нас не заступались. Ну, где-то, может быть, там кто-то высказывал поддержку. Огромное спасибо, кто на митингу ходил, кто поддерживал. Огромное, даже в душе, если боялись прямо сказать, а в душе даже поддерживали, огромная благодарность. Я не хочу ни капельки умолить вот этих людей, их заслуги, то, что они нас поддерживают. Но над нами происходил на самом деле геноцид. Нас убили более 250 тысяч на глазах всего мира и миллиарда мусульман, которые засунули голову в песок, и одна вот верхняя часть филейная торчала. И у вас не было никого, понимаете? А сейчас нам рассказывают, что мы должны там поддержать кого? Десна, кто с Путиным целуется, мы должны поддержать. Да, мне жалко людей, которые там мирно гибнут, еще раз говорю. Но у Израиля есть право на свое существование. Вот заблокирована трансляция. Пожаловались опять. Опять пожаловались. Сейчас, одну секунду. Короче, ТикТок забанили снова. Я думаю, это уже надолго. Военные. Так, вы можете... Короче, на неделю. Снова забанили. Ну вот так против нас борются. Вы когда-нибудь у кого-нибудь видели, чтобы вот так боролись против кого-нибудь? На территории России запрещен. Иноагентом объявлен, экстремистом объявлен. Абсолютно мирный человек. Только лишь мирные вещи говорю. Вот так идет бан со всех сторон. Но знаете, что хорошо? Я рад, что они так делают. Я рад, потому что им это очень не нравится. Они воюют против моих родственников, они воюют против меня, они воюют против всего, что только возможно у них получается воевать. Но я знаю одно. Правду им не победить. Правду им не победить. Как и Израиль с Соединенными Штатами тоже. Ам Израиль хай, я скажу вам, чтобы вы знали. Не нравится им, да? Не нравится им, что разоблачаю всю их вот эту бешеных собак их разоблачаю, что я им ломаю все их стереотипы о том, что вот мы все должны быть поддерживать только потому, что он говорит там Аллах Акбар. Ну и что он говорит Аллах Акбар? Кадыров тоже говорит Аллах Акбар. Кто там еще не говорит эти Аллах Акбар? Кто хочет, тот и говорит. Что мне каждую собаку теперь поддерживать, что ли? Бешеную причем, да? Как-то так, друзья, как-то так. Ну, это китайский ТикТок. Сейчас YouTube более благосклонен ко мне стал. YouTube меня тоже очень сильно, да, короче говоря, преследовал, хотя сейчас еще ничего не изменилось. Тоже на волоске тут вишу. YouTube запрещает, монетизацию мне не восстанавливает. Короче, козел этот YouTube тоже. 7 октября, день рождения Путина. Я знаю, Арнольд, это было сделано как в подарок от братьев, родных братьев арабов для своего брата Путина. Александр вот пишет, смотрите. Ислам и патриотизм есть лекция Гейдара Джахидовича Джемаля. Там говорится, хадис от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, кто воюет за свой род, тот не из нас. Я с удовольствием, я с радостью буду не из вас. Потому что и ваш Гейдар Джемаль
целовал и вместе с вашим фашистом Дугиным. Гайдар Джемаль такой же фашист был, такой же антисемит был и использовал ислам, чтобы манипулировать мусульманами, как в русскоязычном обществе. Поэтому я буду счастлив, что если я не буду в одном ряду с этим ублюдком Гайдаром Джемалем, с Дугиным, кто там еще у вас, там вот эта вся ваша шушера, короче говоря, не буду оскорблять дальше все это все. Поэтому пошли вы к чертовой матери, я вам хочу сказать, понимаете? Идите вы к чертовой матери со своим этим сдохшим Гайдаром Джемалем, который был абсолютным фашистом, абсолютным манипулятором и врагом чеченского народа. Хотя изображал из себя очень даже таким про-чеченским, про-мусульманским и так далее. Нет, это были фашисты самые настоящие. Это были самые настоящие фашисты. И знаете, что я обратил внимание? В основном, не всегда, конечно, но в основном антисемиты, они бывают лютыми врагами чеченцев. Сейчас просто чеченцы им нужны, сейчас их используют для своих целей. И поэтому сейчас там хвалят. А вот посмотрите видео у меня здесь на YouTube-канале, как он снимает, говорит, вот идут животный мир, женщины, это же звери. Вот что говорит русский оккупант. Понимаете? Вот какое у них отношение у всех к нам. Понимаете? Вот она, да. И кто-то смотрит какого-то Гайдара Джемаля, фашиста, мерзавца, подонка, и рассказывает нам, да, Гайдар Джемаль это такой мыслитель, такой умный человек. Это враг чеченцев. Все, кто смотрит этого Гайдара Джемаля, и вот это абсолютно стопроцентный, как этот Дугин, который прямо рассказывал. Друг этого Гайдара Джемаля, Дугин рассказывал, как чеченцев они разделили на традиционалистов, ваххабистов и начали стравливать. Вот, а этот Гайдар Джемаль помогал в этом, как грамотный, как специалист по исламу и так далее. Если он знает ислам, это не значит, что он нам друг, друзья. Не будьте дураками. Не будьте дураками. Ты и есть пропаганда. Владислав Ларин, я есть антипропаганда, понимаешь? Я разоблачаю вашу пропаганду, понимаешь? Вы нас представляете джихадистами всемирными, исламистами, каратистами, какими-то неуправляемыми людьми. Нет, я говорю. Абсолютно прямо, открыто, я говорю, абсолютно управляемые, абсолютно договороспособные, абсолютно человечные. Всегда были, не сегодня вот сейчас появились, а всю историю нашу были. И вы всегда лгали против нас, вы всегда пытались нас представить бандитами, террористами, исламистами. Идете вы к чертовой бабушке. Вас убивали, потому что вы стали торпедой Запада, а раньше торпедой Турции, говорит, стальной канат, говорит. Ну, стальной канат. Ну, ты его просто поздравляю тебя, ты мерзавец и фашист. Просто мы хотели жить свободно от вас, и вы нас убивали. И называли нас там раньше турецкими там подданными, вы называли кого, арабскими, Запада. Запад, кстати говоря, только сейчас появилось. Раньше вы нас почему-то, когда война шла, вы говорили, что мы какие-то арабские, там у нас все воюют арабы, чеченцы там дома лежат, ничего не делают. А вы у нас, за нас арабы воюют. Вы нам это рассказывали. Вы мерзавцы и подонки. Вы убийцы нашего народа. И мы вам никогда этого не забудем и не простим. Что бы нам это ни стоило, понимаете? Что бы это ни стоило.
И я вот живой пример вам. Вот сижу прямо открыто, вам это все рассказываю. На века, всей молодежи нашей рассказываю, что вы вот миллиарды вбухали в пропаганду, вы вроде нас все уже там оккупировали, убили четверть населения, все, теперь мы должны вроде бы подчиниться, ходить с плакатами Путина, российскими флагами. А вот я живой пример вам. Я говорю, нет, это неправда. И одного моего канала вы боитесь. Вы запрещаете меня везде. Если я говорю сумасшедшие вещи, если я говорю что-то ложные вещи, то почему меня запрещают? Ну, не открыли бы спокойно, как вы там, миллионники ваши каналы, там, Фейкины, Мейкины, ваши агенты. Работают же. Оставили бы мой канал, всего лишь 115 тысяч сегодня набрал. А вы запретили, когда у меня 30 тысяч еще не было, мой канал. Понимаете? Вы боитесь правды, ваша ФСБ, КГБ боится правды больше, чем пуль. Больше, чем СМИ, оружие боится. Потому что вперед вы вот своего вот холопа выставляете. Вот как-то так. Как-то так. Так, да, правильно Израиль делал. Террорист должен отвечать за свои деяния. Россия должна отвечать за деяния, за злодеяния. Абсолютно с вами согласен, Людмила. Абсолютно с тобой согласен, Иркин. Абсолютно. Сидят там, ну, рассказывают, какой-то Гейдар Джемаль был, какой-то мыслитель. Это пропагандист был матерый. И от него бы ничего не оставили бы, если бы он не был бы их человеком. Он сидел там, сказки рассказывал, на всех каналах его приглашали. Так, давайте перемотаем. Андрей Савельев говорит, израильская разведка самая лучшая. Пусть выкрадут нашего Путина и всех его кремлевских евреев и заберут их себе. Мы от них уже устали. Весь мир устал. Это великие политики поднимут вас с колен. Андрей Савельев, вы такие интересные. Вы вместе с Путиным ураганили. Геноцид чеченского народа совершили. В Сирии геноцид, в Грузии геноцид. Убивали людей, просто так, массово людей убивали. И тут вам пятак дали. Вот поймали за пятачок вашу вот эту капканчик, раз в Украине вас схватил. И теперь у вас Путин, оказывается, еврей. И пускай забирает. Так вы сами его свергнете. Что вам евреи должны? Вам должны чеченцы там, Путина убирать. Евреи его должны, американцы, украинцы. А вы что? У вас штаны вы зачем носите? Вы идите сами уберите своего тогда. Что же вы такие терпилы тогда? Тут вы такие смелые в комментариях. Такие у вас разговоры. Выходит ваша эта русская община, там ходит, там права качает и так далее. Так выйдите, уберите его. Что же вы там на нас все это? Он 1 миллион человек у вас убитыми и ранеными уже в Украине. Чем туда шли бы невинных людей убивать? Пошли бы на Кремль, этот 1 миллион не потеряли бы, 10 тысяч не потеряли бы. Вы бы свергли бы эту КГБ, эту всю систему. А увы, ах, да, на это у вас не хватает. Вам другие должны прийти. Ну, везде евреи у них тут виноваты. Да, отличная просто отмазка. Да. Когда не поперло, все. А если бы украинцев победили бы, тогда великие русская армия, русская доблесть, русский дух. А тут не шмогла сразу, значит евреи виноваты, чеченцы виноваты у них. Молодцы, короче. Ладно, друзья, спасибо вам, что смотрите и поддерживаете. Все будет Ичкерия, слава Украине, God bless America, Ам Израиль Хай, Вива Грузия, Аллах, Казахстан и все остальные. Всего хорошего, друзья. Алейкум Маш До завтра.